волчьи следы, совсем свежие. Вон, сегодня ходили. Мы вчера поднимались, а сегодня уже свежие следы снова. Тут где-то и крутятся они. А здесь недалеко уже место, где бобры живут. Кругом следы. Сколько следов. Они, наверное, бобров и этот следят. А здесь уже бобры живут. Здесь караулят на их. О. Вон кругом следы. Хана бобрам здесь будет. 2 или 3 штуки по следам я их подсчитал. Сейчас они вниз пошли. А тут озеро, а там живут бобры. Так, а мы еще здесь проверим одно озеро. Может, что-нибудь поймем. Рюкзак будем брать? Вышлям. Да. О, утки. 3 штуки. Он черный всегда. Все время. И осенью отсюда щуки, когда на речку выходят, они как черные. Они вообще черные, одним словом. Ну, цвет воды такой. Видно сразу, что рыба вышла из озера. Ай. Ни разу тоже спиннингом не ловил. Раньше сетями бывало вылавливал, но сейчас смотрите, что творится. Не заехать, не проехать. Ну, попробуем пару забросов сделаем. Это не высыхаемое озеро. Как бы все время ручей течет. На охоте я показывал этот ручей много раз. Переходил. Вот. И сюда выходит он на это озеро. А с озера уже на речку.
Правильно сказал Денис. Похож на цвет Кока-Колу. Так что можно отсюда воду брать, сахаром перемешать, и вот тебе Кока-Кола. Увидел чью-то тропу. Вон сюда идет. Вроде там где-то метров 200. Там озеро тоже. Тот Денис пока блеснет. Мы сейчас этот видела. Почему я раньше тут я не замечал. Вообще магистраль такой, блин. Ничего себе. Куда-то вон туда идет. А озеро небольшое вон с левой стороны. Метров 200. А это вообще куда-то прет. Хрен его знает. В гущу тайги. Здесь все заканчивается. Вообще не понял, что за чья тропинка это на. Интересно. Интересно. Очень интересно. Выдры обычно на метров 100. Бывало там 150 напрямик делают тропинки. А это куда-то вон туда, в гущу тайги. И здесь километра 2, вот такое непроходимое место. Тоже я здесь охочусь. Все знаю, конечно, все места тут. Где какой лес, где какие места. Где какое дерево растет, где что водится. Где звери, где птицы больше. Или по этому сырому месту это выдра. Но похоже на следы выдры. Ширина тропинки. Здесь заканчивается все это дело. Фу, блин. Каждым разом все больше и больше узнаешь. Самое главное, мощная тропа. Мощная даже. Вон. Угу. Короче, пусть останется секретом. Так и не понял, что за тропа. Похоже на по ширине выдра. Но чтоб так натоптать, и сколько лет я здесь хожу, охочусь, я и не заметил. Это странно. Вон только спуск как будто идет туда еще. Фиг знает, кто тут. Сейчас посмотрим разницу воды. О, блин. Неудобно. Тут тоже бобры живут. Да, чуть-чуть. Но, надеюсь, видно вот здесь цвет такой Кока-Колы, а там уже коричневый цвет воды. Очень мутная вода тоже на реке. Там наша лодка. Ну, это от ручья так идет. Больше тут, в принципе, я не знаю, что за загадка, почему такой цвет. Ну, он в основном осенью такой цвет идет. Такой цвет заварки вообще. Крепкой заварки. Если сравнить с чем-то. А вода мутная. Очень даже. Бывает так светлее. Фу. Вышло солнце, запарились уже, блин. Жарко.
Это последнее озеро, что я знаю, где может быть щука. Ниже уже, считай, охотники, другая территория, я туда, можно сказать, не хожу, если на рыбалку. С ружьем, конечно, везде брожу, а на рыбалку, да и рыбалка у меня второстепенное занятие. Не любитель так. Заметно потеплело, да? Даже жарко становится. Даже жарко становится. Опа. Я уже собрал удочку. Вон она. Просто надоело. Руки уже устали от этих забросов. Ни одной поклевки. Чем ниже спускаемся, все меньше и меньше поклевок было. И вообще перестал уже клевать. От чего, почему, пока непонятно. Ну и видно, что вода большая. Для ловли хариуса надо минимальная вода, чтобы была на реке. Летний уровень, так скажем. Но на спиннинговую снасть точно не берет. Не хочет. Может, не на глубине и рыба есть, но на спиннинг подходов нету. Вроде и места хорошие. Вон там всплеск был небольшой. Тоже на на листья. Листва падает, у березы уже начала выпадать. До туда сейчас спустимся, посмотрим, может. Да. Когда едешь вот на такую речку и проблематично ехать, вот скажем, мелкая вода, одни заторы. Вообще, как позапрошлом году сюда мы приезжали. Вообще мелкая вода была. Но и рыба более активная, что ли, была, чем сейчас. Вон там слева. О, чуть ниже еще. Такое расстояние, там всплеск был. Может, елец. О, сейчас еще заброс в ту сторону сделай. Да, не хочет. Где-нибудь на повороте, наверное, где песок будет, там остановимся, еще чаепитие. И считай, после первого чаепития ни одного хариуса мы не поймали. Ни одного. Только 2 щучки хорошо, что попалось на уху. Здесь идеальные места тоже. Мошкары сколько он там. Не знаю, в кадре видно, нет. Очень много. Очень много снимал, очень много файлов, но без рыбы, без поклевок. Очень много придется монтировать фильм.
Вот сколько уже так кидаем. Считай, две блесны. Две разных блесны, скажем. Понятно? А, я видел. Рыба была, да? Не ну да, не крупная, но я видел его. Вот здесь должен быть тоже песок, а он весь в воде. Черемых в этом году тоже в лесу, я смотрю, нету. Черника есть. Черника есть для этих. Ну-ка, сейчас надо быстренько проскочить. Надя, спелися, бока вешти. Муас. А, блядь. Ага. Проскочили. Затор небольшой, блин. Винт. Очень много раз в этот поход удары было. Винт, конечно, крошится сильно. О, поломки, свежие поломки, гнется, крошится. Сам по себе уже износ большой у винта. Фу. Винт нюклящема. Запасной дома есть, но с собой почему-то не беру. А надо бы. Все, здесь, наверное, остановимся, Денис. О, блин, крутой тоже. А, туда, ну да. Хорошее место. Грязное, но терпимо. Вон следы выдры, он свежий, тоже вон. Выдра, конечно, большой враг для рыб. А это что за рыба там была? Ёкушпи. С чашечкой кофе 3 в 1. Будем заканчивать эту рыбалку, ребят. Мы уже намотали удочки, все. Рыба в ведре. Все уже почистил. 2 щуки, как и говорил. Здесь вообще рыба не клюет. Вообще перестал брать. И сейчас допью кофе. И поедем, выедем с этой таежной реки. С таежной реки. И уже там на большой реке попробуем, пособираем на сосновом бору, пособираем грибы. Такие планы еще на вечер. Вот. А здесь больше делать нечего. Спасибо хочу сказать этой реке, что нам дала очередной раз рыбу. Возвращаемся не пустые. Поймали хариусов, окуней, щук. И мы довольны. Даже одна плотва попалась. Вот такие дела. Все не снимал всю рыбалку, потому что не успевал включать-то. Еще какие-то сходы были там. Ну, все не поснимаешь, одним словом. А показал, что смог. Вот так вот. Ну, поедем. Дальше пособираем грибы. Еще напрямиком. Прямиком домой еще не будем ехать. Мы еще побродим по тайге. Чаливаем, Денис.
Да, мы забуксовали, называется. Какая хрень смешайте. Давай. Пукши, Денис. Пукши. Таты, таты. Таты сюда.
Воду перестал брать. Все, пиздец нахуй. Слышь, korep se Denis Vaile. Meikä... Vaan seten. Kuis pačka, užit pačka.